Сотрудники Россети обходят должников поадресно. На одной лишь улице Загородной долг за свет перевалил за 1 миллион рублей. К примеру, в 17-м доме задолженность составляет 12 тысяч. Хозяйка дома ссылается на право субсидий. До сих пор просто вас, субсидия была, ну, и допустим, вы оплачивали сейчас, половину. если вы получаете субсидию, у вас задолженность 13 тысяч. Вы оплачиваете, вам возмещают 6500. Вполне нормально. Хозяйка заверила, что закроет вопрос с долгом. На данный момент у нее нет возможности погасить его. Далее дом 11, задолженность 29 тысяч рублей. Здесь, как нам заявляют сотрудники Россети, им давно никто не открывает дверь, а показатели на счетчике меняются. Часто вы сюда вообще приходите и открываете его? В основном половина населения не открывает. В частном секторе и в многоквартирных домах двери практически закрыты. А что с такими людьми вы делаете? Абоненты пришли. Уведомляем для начала в бумажном носителе, уведомляем, делаем предупреждение, заочно говорим соседям, что мы были. Дверь нам все-таки открыли неожиданно, но вовремя. Так бы их отключили от электросети. Хозяйка дома попросила не снимать ее. Как оказалось позже, абоненты своевременно показатели счетчика не вносили, из-за чего электрики выставили счет по среднему нормативу. Его они оплачивали, но в последующем, когда сравнили показатели счетчика, оказалось, что он превышал средний норматив. 29 тысяч – это и есть та разница, и теперь придется ее оплатить. У нас есть возможность реструктуризации долга. Это значит разделение долга на 5-6 месяцев. То есть тем самым мы идем навстречу потребителю, чтобы тем, у которых нет такой возможности, сразу оплачивать, образно говоря, большую сумму. В Европе Россия на втором месте в рейтинге по самому дешевому обеспечению электроэнергией. 3 рубля и 60 копеек стоит сегодня киловатт-час. В среднем семья тратит около 300 киловатт в месяц. Сумма за такое потребление выходит в районе 1000 рублей. Вроде бы немного, но вот жители думают иначе. Другими словами, не описать их слабую платежеспособность. Долг города перед Россетями более 100 миллионов рублей. И это только физлица. Также стоит отметить тех, кто добросовестно относится к оплате по счетам. Один из них Яхья Боков. Я не знаю, что другие, но я ежемесячно оплачиваю. Вот с 1 числа бы я эти деньги оплатил бы. Сотрудники Россети по Карбулаку ежедневно проводят подобные рейдовые мероприятия по городу, ведут пояснительные беседы о задолженности и почему платить своевременно это так важно. Если жители не будут оплачивать за свет, то энергетики не смогут обслуживать все оборудование, которое его поддерживает. Может случиться тот же самый коллапс, что и с водой. А чтобы оплачивать энергию, не выходя из дома, для удобства жителей запустили мобильное приложение Россети Северного Кавказа. Зарегистрировавшись, можно оплачивать за свет без комиссии, введя историю потребления. Адам Гулоев, Джамалил Султыгов, Новости 24.